С вашей точки, можете вы поделиться своим мнением о вчерашнем выступлении президента Сооронбая Шариповича на заседании парламента? Ну, я хочу сказать о статусе этого обращения. Он не то обращение, которое предусмотрено Конституцией. Я думаю, это было спонтанное обращение, которое случилось в связи с принесением присяги некоторыми членами правительства. Это первое. Второе. Президент подчеркнул, президент своим обращением фактически признал, что правительство упустило инициативу. Инициатива находится в руках улицы. Инициатива находится в просторах социальных сетей. Проследим, давайте последние события. Это подъем народа против разработки урановых месторождений, против строительства логистического центра, против разработки месторождений китайцами. И по пограничным вопросам, когда люди требовали отставки Разакова. Все это случилось под давлением общественного мнения. Правительство вместо того, чтобы руководить, стал ведомым. Это очень опасно. Это самый крайний степень недоверия населения правительства. Дальше просто пропасть. И вот почему президент сказал, мы не должны допустить шантаж и угрозы. Когда это он говорит, я понял так, что мы уже допустили. Фактически правительство работает в таком авральном режиме, когда пожарник борется не причинами, а борется последствиями. И его предложение, вернее его мнение о поддержке снижения избирательного порога до 7%, это попытка опередить возможные потрясения в обществе. Я думаю, лидер такие должен работать, он должен предугадать, принимать превентивные меры, чтобы этого не случилось. И, естественно, вот такой идеальный случай, это идеальный случай. Когда мы говорим, не допустим шантажа и угроз, это когда когда президент говорит, что мы не должны допускать шантаж и угрозы, это значит, что мы не должны довести дело до такого состояния. Да, это не то, что насилием, подавлением, что мы как бы предотвратить попытки народа определить политику правительства, предопределить решение правительства. Так не должно быть. Это против демократии, против наших принципов. Я так понимаю, что мы должны предупредить, принимать такие превентивные меры, чтобы не допустить такого. Для этого то, что неизбежно, то, что нужно, исторически обусловлено, объективно обусловлено, мы должны как можно быстрее сами сделать, не ждать, пока нас не возьмут. Это первое. А вот есть непопулярные вещи, но они как лечение, как лекарство, они необходимы. В таких случаях правительство должно провести широкомасштабную кампанию, не краткосрочную, а рассчитанную на долгие годы, да, чтобы минимизировать
отрицательные последствия, недовольства, получить добро от народа, чтобы большинство населения с пониманием отнеслись и поддерживали такие крупные проекты. А в противном случае мы получим то, что сегодня получим.